Бизнес получит как федеральные, так и региональные меры поддержки. Какие направления будут приоритетными, обсудим прямо сейчас в программе интервью в эфире главного телеканала Республики. Сегодня с нами Лейсян Николаева, руководитель Башкирского регионального отделения Организации опоры России и член антикризисного штаба Республики Башкортостан. Лейсян, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы к нам пришли на программу. Антикризисный штаб работает в Республике Башкортостан. Состоялись уже несколько встреч, скажем так, да? Какие меры обсуждаются в части бизнеса и вообще какая атмосфера? Да, на самом деле на сегодняшний день несколько штабов уже провели, где принимают не только чиновники участия, но и бизнес-объединения и сами представители бизнеса. По рекомендации, настоянию, даже, можно сказать, наверное, Андрея Геннадьевича Назарова, нашего премьер-министра, чтобы на этих совещаниях прозвучали вопросы, предложения именно из уст самих предпринимателей, что сегодня мы и наблюдаем. Предприниматели очень активны, выражают свои где-то негодование, а где-то уже готовы предложения. В основном это связано и с экспортом, с валютными операциями связано, но и малый бизнес, который на сегодняшний день попал в не очень приятную ситуацию. Малый бизнес сегодня особо страдает от онлайн-продаж, маркетплейсов, тех же валютных операций. А в чем проблемы с маркетплейсами? Есть проблема в том, что представители малого бизнеса, наши предприниматели отгрузили продукцию, но, к сожалению, не везде добросовестно они могут получить обратную продукцию или же оплату. Есть штрафные санкции, и поэтому сегодня идет активно разбор и получение обратно той продукции, которую не могут отправлять. Да. Вообще, решение оно есть? Решение, конечно же, есть, во всех ситуациях находится и по валютным операциям, по поставкам. Скажу, что и по логистике сегодня принимаются меры. Наши предприниматели активно и друг другу помогают. Ну и, конечно же, правительство в этом поддерживает, предлагает те или иные выходы из сложившейся ситуации. На уровне Башкортостана какие меры сейчас обсуждаются? Может быть, уже что-то есть из принятых решений? Да, меры обсуждаются, принято решение. Я сегодня не могу сказать, постановлением уже принято. Это все пока на этапе обсуждения. Очень позитивные в нашу сторону предпринимателей меры, особенно по экспортным операциям. Для экспортеров наших республиканских есть очень хорошие меры в поддержку предпринимательства. Ну и не секрет, на днях только обсуждали консультационные услуги тому же малому и среднему бизнесу. В планах у нас в каждом муниципальном районе нашей республики организовать консультационные центры самими же предпринимателями для будущих или действующих предпринимателей, вплоть до того, чтобы ответить на вопросы, как создать ИП, ООО, что выбрать. Очень много у нас самозанятых тоже есть, очень актуальное, наверное, направление на сегодняшний день, да и система налогообложения. По IT-программам приняты федеральные уже меры, есть льготы, есть по сельхозу у нас обнуление налогов. Поэтому я прекрасно понимаю тех предпринимателей, которые даже не успевают за той информацией, за теми возможностями, которые республика предоставляет. Поэтому эти центры, наши общественные организации, да и опоры, и деловая Россия, ТПП на сегодняшний день нет у нас такого деления на только ваши, только наши. Все активно принимают участие. Да и сами предприниматели прежде всего должны интересоваться, отслеживать. И телеканалы, радио, также СМИ активно сегодня пишут. Также на сайте нашей главы Республики Башкортостан Радифарч очень активно каждая программа прописывается, ответы на вопросы отслеживаются. И мы сами информацию активно отправляем. Поэтому да, хочется сказать, что каждому предпринимателю вы сами должны искать эту информацию, а если нет, то обращаться, конечно же. Давайте еще раз уточним, куда обращаться и где можно получить полностью всю информацию. На сегодняшний день все предприниматели по республике могут звонить по горячему телефонному номеру 224-9999. Там центр «Мой бизнес», специалисты проконсультируют по всем мерам поддержки. Сегодня работает микрофинансовая компания, работают гарантийные, лизинговые фонды. Ну и, конечно, про консультации, где что получить, они направят. Центр «Мой бизнес» у нас есть и в районах, и, конечно же, сам центр в Уфе находится. Можно и очно приходить, и звонить. Из тех обращений, которые вы сейчас принимаете, что находится в топе, на что чаще всего обращают внимание властей, предприниматели?
Сегодня к нам предприниматели обращаются за разными льготами. За банковской продукцией у нас ФОД 3, ФОД 2 до этого были получены. И вот сейчас идет возврат как раз ФОД 3, где предприниматели были на каникулах, сейчас начали выплачивать эти суммы. Есть сложности у некоторых предпринимателей, они не рассчитывали в связи с сложившейся ситуацией еще и долги в таких объемах возвращать. Поэтому ведем активный разговор, диалог еще и с банковской сферой. Сегодня только тоже там комитет был. Банки тоже идут навстречу. Сегодня только был комитет, как уже сказала. Они идут на реструктуризацию долгов. Ну и новые льготные программы, федеральная программа, я бы отметила, 15% и 13,5% для бизнеса сегодня работает, сбор документов уже идет. Также предприниматели обращаются за теми же льготами региональными, где есть декларация, налоговая декларация. Сейчас у нас начало года, за прошедший год все как раз отчитываются, как правильно составлять отчеты, как правильно вовремя сдавать. Но и есть вопросы, которые по проверкам. В части сотрудничества с банками какие еще вопросы обсуждаются? Есть валютный контроль, продажи валюты, которые наши предприниматели давно не занимались, скажем, вот эти вот 80% для них немножко было непонятное. И снятие наличных тоже предпринимателей интересует. Пока банки своим клиентам, скажем, предприниматели, прежде всего их клиента, идут навстречу, общий язык находят, и даже те платежи, которые где-то застряли, зависли, они находят пути оплачивать и идут навстречу. Ну, то есть в ручном режиме все равно ситуация выправляется? Да. По ожиданиям, как долго это будет продолжаться? Есть ли понимание? К сожалению, я не смогу на этот вопрос ответить. Мы живем сегодняшним днем, верим в лучшее и, конечно же, надеемся, скоро все вырулим. С федеральными органами власти каким образом сотрудничаете? Да, есть ли возможность выступить с предложением у Башкортостана, да, и, может быть, уже есть конкретные какие-то принятые меры тоже? Да, с федеральными властями, особенно с контрольно-надзорными органами, ведем активный диалог. До этого собирали предложения наши, они приняты уже с 1 числа, приняты моратории на проверку бизнеса. Что это даст? Плановых проверок, в принципе, нет для малого и среднего бизнеса. Но это ни в коем случае не говорит, что мы полностью хотим уйти от проверок. Сегодня только была тоже встреча с Роспотребнадзором, где обсуждались, если мы уйдем от тех же проверок малого и среднего бизнеса, а это прежде всего садики, школы, питание, это наши дети, наши семьи, мы не можем освободить. И не уверена, что все предприниматели прям добросовестно отнесутся. Такие проверки, которые относятся к жизнедеятельности человека и здоровья, конечно же, останутся вне плановой проверки. А что касается плановых, и МЧС, и налоговые, других контрольно-надзорных органов, они уже все освобождены. И у нас даже была сегодня такая идея, хочу озвучить нашим телезрителям, предпринимателям. Много говорили про правоприменительную практику. Сейчас настало время, когда мы сами, предприниматели, должны нести ответственность и идти на шаг вперед. Когда мы заявляем, что у нас есть какие-то недочеты, какие-то не влияющие на опасность клиентов нарушения в бизнесе, лучше заявить их сейчас. Во-первых, это безопасно. Во-вторых, это уже вы делите, уважаемые предприниматели, свою ответственность в определенных мерах. И было предложение для Роспотребнадзора даже наклеечки, знаете, здесь проверено, тут уже безопасно, тут уже проверка прошла. Плановая проверка, профилактическая проверка, которая не закрывает бизнес, которые не ограничивают дальнейшую деятельность предпринимательскую, а советуют, рекомендуют и тем самым делает комфортнее, безопаснее, прежде всего, нашу жизнь. Лейсан, такой непростой вопрос. Вы уже обратились к предпринимателям с предложением быть активнее, да, заявлять о своих проблемах, сообщать о себе и искать поддержку, в том числе и у «Опоры России», у «Деловой России» можно искать, да, и обращаться в антикризисный штаб Республики Башкортостан. Какие еще советы вы могли бы дать бизнесу, что делать сейчас и вообще возможно ли сохранить спокойствие?
Если бы была моя воля, я бы сделала, наверное, чтобы все предприниматели состояли в тех или иных общественных организациях, союзах предпринимателей. Потому что от информации, которую получает предприниматель, зависит полностью его деятельность. Ну и коллективный голос. Да, это и его среда. Очень, еще раз повторяюсь, много мероприятий, которые делаются бизнесом, но, к сожалению, все предприниматели об этом даже не в курсе и не знают свои права и обязанности, не знают те льготы, которые для них делаются. У нас активная работа ведется очень позитивно с бизнес-шерифами, и то иногда бывает, что не доносят, и предприниматели приходят и говорят, почему нам не сказали. Поэтому, чтобы такого не было, я хочу обращаться к предпринимателям и сказать, вы сами должны, обязаны, если уже вступили в дорогу бизнеса, находить информацию, идти навстречу и, самое главное, свои предложения, свои какие-то планы, идеи донести до власти. А для этого как раз существует общественная организация, диалог между властью и предпринимателями. Это как раз мы, общественная организация. Спасибо вам большое, Лейсан. Это была программа «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня с нами была руководитель регионального отделения организации «Опора России», член антикризисного штаба Республики Башкортостан Лейсан Николаева. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.